После запрета полетов в Египет россияне не отчаялись, а занялись поиском альтернативных способов добраться до места. По сообщениям в пресс-службе компании «Яндекс», в воскресенье эта тема попала во вторую десятку самых популярных поисковых запросов. За 8 и 9 ноября их было почти 11 тысяч. Наиболее популярные запросы – как добраться до Египта без самолета, на поезде, на машине и даже пешком. Также пользователи интересовались, как добраться до Египта через другие страны – Израиль или Турцию. В одном из офисов турагентств в Сибае нам сказали, что российских туристов мало что когда останавливает, и способы все же добраться до популярного курорта есть, но обойдутся они в копеечку. Возможно, у нас, допустим, есть продажа авиабилетов в любом направлении, то есть если так хочется уж совсем выехать в Египет, можно забронировать перелет из Уфы до Стамбула, и со Стамбула перелет дальше до Шарм-эль-Шейха, либо до Хургады. Примерно это стоит 30 тысяч рублей на человека туда-обратно. Это регулярные рейсы. И в гостиницу с питанием все включено, как любят наши россияне, там от 9 тысяч рублей за неделю на человека. Сейчас на курортах Египта находится около 60 тысяч россиян. Сегодня утром наша горожанка Галина Асташова вместе с дочерью прилетела из арабской страны. Отдыхали они в Хургаде. В отпуск к морю сибайцы отправились из Уфы на аэробусе перевозчиком «Уральские авиалинии» 31 октября, в день, когда на Синае упал самолет с русскими туристами. Лететь было не страшно, мы же пока не знали ничего о случившемся. Мы когда прилетели в отель, уже услышали, что в отеле люди говорят об этом. Включили новости, узнали, что в Шарм-эль-Шейхе упал самолет. Ну, конечно, было людей жалко. Страшно, уже тогда было страшно немножко, что такое могло произойти, возможно, с нами. В целом отдохнули хорошо, особого напряжения не чувствовалось, но то, что поток туристов схлынул, было заметно. Россиян на курорте поубавилось, и в основном там остались туристы из Германии, рассказывает Галина. Египтяне жалеют, что именно отдыхающих из России теперь на берегах Красного моря не будет, ведь основной контингент туристов там составляли русские. С точки зрения безопасности наша землячка сказала, что в Хургаде, Каире и других экскурсионных местах всюду стоят полицейские кордоны. Обратно нам несколько раз меняли время вылета. Если мы должны были лететь изначально в 8 часов вечера, нам сказали, что мы 15:15 летим. Потом перенесли на 17:55, по-моему. И в конечном итоге все равно еще задержали, и летели мы дольше. В аэропорту досмотр немного жестче. Обыскивают. Ну, взрослых обыскивают, детей не обыскивают. Если раньше все-таки как-то разрешали воду пронести немного, тут сразу заставляют всю воду выбросить. В зимнее время Египет особо популярен среди туристов. До 80% из числа всех путевок приобреталось именно в этом направлении. К слову, среди сибайцев есть и те, кто бронировал путевки заранее. У нас было 8 путевок забронировано до Нового года в Египет. Естественно, сейчас их закрыли. И были предложены 4 варианта от туроператора, что делать с этими путевками. Значит, либо аннулировать с фактически понесенными расходами от туроператора, это возвращались не все бы деньги. Второй вариант был, автоматически люди летят в Турцию без доплаты. То есть, если были забронированы путевки в 5-звездочные отели Египет, то и летят в Турцию 5-звездочные. Тоже вариант такой туристам не понравился, потому что сейчас там 24 градуса, уже прохладненько, сезон закончился, люди это знают и не хотят. Хотят все-таки, где тепло, тем более у нас уже холодно. Третий вариант, это 50% у нас перебронировались на другие направления. И четвертый вариант, последний, это оставшиеся 50% туристов, решили зарезервировать деньги у туроператоров в течение года до 5 ноября 2016 года, да, они могут воспользоваться этими деньгами на какой-то другой вид отдыха. Безусловно, по ценовой категории и доступности курорты Египта сложно заменить аналогичными, но отдых в теплых странах все же можно провести. В Арабских Эмиратах, Таиланде, Вьетнаме, Индии, Доминикане и Мальдивах. Ведь когда возобновятся туристические маршруты в страну пирамид, пока неизвестно, а потому стоит присмотреться и к новым направлениям. Правда, на них придется чуть-чуть подкопить. Елена Афанасьева, Радмир Снегов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.